Сохраним память о подвиге героев Великой Отечественной войны. Ну, мне уже 92-й год. Вот. Я фактически-то со Старомихайловки вот здесь вот есть. Но это ребенком. А фактически прожил все время вот в Ишимбае, Салавате. И вот служил в скотских лагерях. Вот. Маршевую роту отправляли, но я был телефонист и радиотелефонист при штабе полка. Я остался, меня в штрафную не направили. Так что на фронт я не попал. Вот. Ну, прослужил около 5 с лишним лет, демобилизовался. Закончил я сначала 6 классов и пошел работать, потому что было очень голодно, кушать нечего было. Вот. Пришлось идти работать, получить карточку на питание. Сколько вам лет было, когда пришла война? Ну, сколько лет? 6 классов, вот считайте, с 8 лет пошел, или 15? 15 лет. 17 лет уже забрали в армию. Были яркие эпизоды? Ну, какие яркие эпизоды? Кто-то приезжал, кого-то награждали, победу праздновали. Ну, победу-то праздновали каждый год. День Победы каждый год. И в этом году будем праздновать День Победы. А эпизоды войны? Эпизоды войны. Ну, моменты, которые вам запомнились. Ну, какие запомнились? Всегда был при штабе телефонист, и отправляли на фронт первую через 3 месяца отправляли, потом еще через 3 месяца на Дальний Восток с Японией воевать было. А так в основном служил, давал родине. Было ли страшно? Ну, чувствовать, что родные в опасности? Ну, где? Страшно не было, я же на фронт не попал. Если бы на фронт попал, конечно, было бы страшно. А друзья, которые попали на фронт, возможно? Ну, уже теперь уже их никого не помню. Кто приходил, кто уходил. Время прошло много. Ну, после войны, значит, мне 6 классов, я пошел в вечернюю школу. Расскажите что-нибудь о родных, о внуках, детях. Вот моя бабушка вместе. Мы с ней прожили 67 лет. И она ушла от меня. Вот мои награды. А за что они? За что они? Ну, тут в основном юбилейный. День Победы у меня медаль, День Победы. А остальные юбилейные. А какие воспоминания о войне? Даже если не попали на фронт, это же все равно было тяжелое время для... Очень даже тяжелое. Расскажите поподробнее, как это все происходило, эмоционально, еще как-то. Ну как? Значит, привезли нас в скотские лагеря, землянки. Вот. В этих землянках, ну они, конечно, длинные такие, не то, что вот маленькая земля,
длинные, как ну, в этих землянках мы там и жили. Вот. Ну вот, я говорю, 3 месяца проучились мы вначале. Вот этот маршевую роту отправили, нас двоих, одного, меня, как и я, при штабе, или телеграфист, и еще старшина был, старше по батарее. Вот. Его оставили двоих, остальных всех отправили. А потом, значит, уже 28-й год не призывали в это время, уже конец войны. Призвали старших, ну, которые не служили, там, это самый старик, ну, постарше людей. Вот. Меня поставили командиром отделения. Я как? Выведу их в поле куда-нибудь. Ложитесь здесь, а я буду вас охранять. Ну что ты, это, считай, отцы были. Для меня отцы уже. Вот такое дело. Потом эти, значит, всех собрали и на Дальний Восток с Японией. Спасибо вам большое за информацию. Мы очень благодарны вам, что вы защищали нашу Родину, что вы дали нам жизнь. Сохраним память о подвиге героев Великой Отечественной войны.